Всем привет, друзья! Сегодня хочется рассказать вам историю появления фонда, который основал Болат Назарбаев в 2016 году. Фонда, который помог многим казахстанцам и помогает до сих пор. Еще будучи простым работником совхоза, Болат Назарбаев старался помогать другим людям, считая это своим моральным долгом. В 2000-х годах, будучи достаточно известным в Алматинской области предпринимателем, он начал оказывать активную поддержку гражданам Казахстана, которые нуждались в срочной медицинской помощи, но, к сожалению, не имели средств на лечение. Кроме того, он начал ежемесячно выделять деньги на помощь детям-сиротам, поддерживать фольклорно-этнографические ансамбли и спонсировать различные общественные мероприятия. В частности, он неоднократно выступал спонсором таких праздничных мероприятий, которые были посвящены Дню Победы в Великой Отечественной войне. В 2010 году случилось страшное событие – прорыв плотины в селе Кызылыгаш Алматинской области. Это событие очень тронуло Болата Абишевича. Среди всех общественных деятелей именно Болат Назарбаев оказал наибольшую помощь потерпевшим. Он построил 20 жилых домов для семей, которые пострадали от стихийного бедствия. Все это, а также желание помогать страждущим, побудило Болата Назарбаева в 2016-м основать общественный фонд. Чем же занимается сам фонд? Все очень просто. Поддерживает незащищенные слои населения, людей, которые пострадали от стихийных бедствий, больных, не имеющих финансовых средств на лечение, и, конечно же, детей-сирот. В 2017 году при поддержке фонда было построено 17 жилых домов в селе Шамалган для неимущих семей, а позже еще 75 домов было подключено к центральному водоснабжению и прочим коммуникациям. В 2020 году фонд выделил 200 миллионов тенге пострадавшим от наводнения в Мактаральском районе и построил им 20 жилых домов. Все эти дома уже сданы, и там даже проживают семьи. Ранее также было направлено потерпевшим 20 тонн продуктов питания и по 100 тысяч тенге малообеспеченным семьям. 20 детей из пострадавших семей были отправлены в лагеря отдыха. В марте 2020 года фонд выделил 150 миллионов тенге на борьбу с пандемией коронавирус-19 и поддержку врачей Алматинской области. Также ежегодно фонд отправляет детей в детские лагеря, где могут отдохнуть не только воспитанники центра, но и ребята из многодетных и малообеспеченных семей. Согласитесь, все это дает абсолютно точно право говорить о том, что Болат Назарбаев и его фонд делают благие дела для народа Казахстана. Не будем оспаривать факт того, что очень важно прививать подрастающему поколению правильные ценности. И к тому же прививать понимание того, что вера очень важна в нашей жизни. Один из главных меценатов страны, Болат Назарбаев, был замечен на открытии новой мечети в Талды-Каргане. Итак, объект был построен на пожертвование его частного фонда. Это произошло 23 октября, в нынешнюю пятницу. В Талды-Каргане прошла церемония открытия очередной мечети. Новое религиозное учреждение назвали Таубе. В казахском языке это слово имеет несколько значений, а именно покаяние, раскаяние и удовлетворенность своей судьбой. Вы можете видеть на экране, как выглядит сама мечеть. Очень красивое здание. Как сообщает пресс-служба акимата Алматинской области, в церемонии открытия мечети приняли участие глава региона господин Баталов, председатель Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий, учредитель фонда, также Саликалы Урпак Болат Назарбаев. Стоит отметить, что мечеть Таубе расположена в микрорайоне 3-е отделение города Талды-Карган. Построена на средства общественного фонда Саликалы Урпак, который принадлежит Болату Абишевичу Назарбаеву. Строительство мечети началось 2 года назад, в 2018 году. Новая мечеть может одновременно вместить аж 1200 человек, пояснили в пресс-службе. Как известно, в регионе количество мечетей уже достигло порядка 500. В основном они строятся на частные средства. Между тем, регулярно поднимается вопрос о нехватке профессиональных кадров для религиозных учреждений.
В целях улучшения ситуации Управление по делам религии области проводит разъяснительную работу среди религиозных организаций и учреждений. Также организовывает дополнительные семинары и конкурсы. Наиболее успешных имамов награждают грамотами и даже денежными призами. Как вы видите, вот с сертификатом стоит человек. За третий квартал 2020 года по оказанию государственной услуги регистрации и перерегистрации лиц, осуществляющих миссионерскую деятельность, в целом по области оказано 20 государственных услуг. В ходе оказания миссионерских услуг в сфере религии жалоб от физических и юридических лиц не поступало. Принимаются меры по переводу государственных услуг в электронный формат на интернет-ресурсах управления, Инстаграм и странице Facebook. Кроме того, в информационно-разъяснительных группах проводят обширную пропагандистскую работу на ежеквартальных заседаниях клуба лидеров религиозных объединений, сообщает в управлении. Согласно Конституции Республики Казахстан, утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого является человек, его жизнь, права и свободы. Конечно же, во всей этой истории очень важную роль должна занимать вера и религия, ведь без веры и религии очень тяжела была бы наша жизнь. Поэтому хочется сказать огромное спасибо фонду Саликалпак и, конечно же, Балату Абишевичу Назарбаеву за его огромный, неоспоримо ценный вклад в развитие страны и развитие общества Казахстана. Ведь именно благодаря таким меценатам мы продолжаем развиваться и имеем возможность все-таки получать и образование, и веру, проводить различные мероприятия и просто существовать. Так что ставьте лайки под этим видео, обязательно делитесь с друзьями, пускай все знают о том, что в Казахстане тоже существуют добрые люди, которые помогают развивать страну абсолютно бескорыстно.